Дальность полета этого аппарата примерно 1500 километров. Топливо здесь до 10 литров помещается. Он собран из карбона. Наглядным доказательством того, что армия Абхазии работает в условиях реальной обстановки, стала демонстрация трофеев. Военнослужащие показали беспилотные летательные аппараты, перехваченные и сбитые в небе над республикой. И это, как подчеркнули в ведомстве, далеко не весь список уничтоженных вражеских птиц. Данные фрагменты это не все. Министрам обороны не стояла задача показать все, что есть, их намного больше этих элементов и фрагментов. Но тем не менее, в целях доведения до населения, что совместные силы и средства ПВО России и Абхазии, так скажем, не дремлют, выполняют свои задачи. Совместно, усилиями эти беспилотники, были уничтожены. В условиях новых угроз заместитель министра обороны Давид Бжани детально рассказал, как вести себя населению в ситуации беспилотной опасности. Мы в соцсетях всегда выкладываем информацию, сообщаем населению, что при обнаружении этих фрагментов, пускай целый беспилотник лежит, подходить просто не рекомендуем, потому что может оказаться, что взрывчатое вещество не взорвалось, а при перемещении или поднятии какого-то фрагмента может произойти взрыв, человек пострадает. Что делать в этот момент человеку? Просто сообщить, номер телефона на сайте указываем наших специалистов, они тут же приедут, обезвредят. С основным докладом на совещании выступил начальник Генерального штаба Вооруженных сил генерал-полковник Владимир Савченко. Он доложил об итогах совместных штабных тренировок. Главный акцент июля был сделан на отработке механизмов кризисного реагирования и мгновенного межведомственного взаимодействия. В июле в Вооруженных силах продолжалась целенаправленная подготовка штабов и войск. В течение месяца по оперативной подготовке оперативного состава Министерства обороны Генерального штаба, командования группировок войск и штабов территориальной обороны, основные усилия были сосредоточены на повышении способности состава мирного времени решать задачи обеспечения военной безопасности республики в условиях кризисного развития военно-политической и стратегической обстановки, а штабами территориальной обороны решение внезапно возникающих задач. За высокие показатели в ходе тренировок отличившимся офицерам и солдатам вручили ведомственные медали, грамоты и зачитали приказы о присвоении очередных воинских званий. Товарищ министр обороны, подполковник Атакян, для получения грамоты. Готовность защищать Родину формируется с детства. На совещании отдельное внимание уделили важному событию. Абхазские школьники впервые приняли участие в международной военно-спортивной игре «Наследники Победы», организованной Минобороны России и движением «Юнармия». Этот проект стал важным шагом в укреплении патриотизма и международного молодежного сотрудничества. Вектор развития вооруженных сил задан главнокомандующим Бадрой Гунба. Министр обороны Беслан Цвижба подчеркнул, главная задача ведомства остается неизменной – бескомпромиссная защита народа и обеспечение военной безопасности страны. Для выполнения этих целей глава оборонного ведомства озвучил ряд ключевых решений. При вступлении в должность министра обороны мною были определены первоочередные задачи деятельности всех органов управления воинских частей и организаций вооруженных сил. Сроки их выполнения истекли в июле месяце, а исполнение ряда задач истекают в середине августа. И вполне естественно меня интересует результат. Поэтому начальнику Генерального штаба провести анализ выполнения задач, доложить до 30 августа. По результатам доклада будет проведена повторная проверка. Порядок ее проведения я установлю отдельно. Не удовлетворяет работа ряда командиров по поддержанию в воинских частях воинской дисциплины и службы войск. Вам нужно делать определенные выводы. Вы уже подготовили план проведения психологического тестирования.
личного состава вооруженных сил, в том числе офицеров и гражданского персонала. Роль и значение психологического тестирования значимые. Мы должны знать психологический портрет каждого и использовать в интересах воинской службы. Утвержден обновленный план развития вооруженных сил Республики Абхазия. В его основе ставка на организационно-штатные изменения, где амбиции и современный подход молодых офицеров усиливаются опытом профессиональных кадровых военных. До конца этого года будут уволены военнослужащие, достигшие предельного возраста пребывания на службе. Начальнику управления кадров подготовить и представить до конца августа план увольнения. Кроме того, будут сокращены все функционально неэффективные должности военнослужащих и гражданского персонала, исключены из системы управления промежуточные и дублирующие звенья управления войсками. При проведении оргштатных мероприятий мы будем делать опору на молодых офицеров, а также на опытных и профессиональном отношении военных кадров. И в этом направлении мы будем подходить не огульно, а с точки зрения всесторонней оценки профессиональной деятельности каждого. Запущена подготовка к оперативно-тактическому учению, которое пройдет под личным руководством главнокомандующего Республики Абхазия. Военно-политическая и стратегическая обстановка в регионе напряженная, и это требует от нас соответствующей подготовки вооруженных сил. По подготовке вооруженных сил мною принято решение и определены задачи по подготовке оперативно-тактического учения. Начальнику генерального штаба спланировать заслушивание должностных лиц, о результатах их выполнения доложить в период с 31 августа по 4 сентября. Отмечу важность данных учений, так как они будут проводиться под руководством главнокомандующего вооруженными силами президентом республики, с участием представителей Генерального штаба вооруженных сил Российской Федерации, оперативных групп Южного военного округа и флота. Непрерывное поддержание боеготовности, железная воинская дисциплина и безукоризненная подготовка сил и средств. Главный ориентир ближайшего месяца – подготовка к священной для каждого жителя республики дате. 30 сентября в Абхазии состоится парад Победы, и вооруженные силы страны намерены встретить его в полной боевой готовности и в строгом строю. Гугуца Вардания, Ильдар Дамиров, Абхазское телевидение.